Всем привет, ребята! С вами я, Тимба 555, и сегодня я буду играть в Pocket Dance. Я думаю, вы уже заметили, что добавили в Pocket Dance хэллоуинское обновление. Вот, что и это прикольно, и хотя бы прикольно сказать разработчикам спасибо, что они оставляют вот эту старую обложку в игры, когда заходишь через какое-то обновление. И у нас будет это обновление идти до 3 ноября. Будет новое существо, новые скины, как всегда. Вот, давайте я вам сейчас покажу, вот такое оно будет выглядеть. Может быть, будет какая-то моль, она очень похожа в зиму в этом году была какая-то моль, вот, или в предыдущем году, не помню. Вот я накопил как раз 1000 шкалы, вот, 1000 вот этих кусочков тыквы, чтобы можно ее будет призвать. Но она больше, да, похожа на моль, потому что и очень похожая текстура моли, как и в предыдущей, буду говорить, как и в предыдущей, как в зиме было. Вот, вроде бы ноябрьская или декабрьская была моль, я не помню, как она точно называется. Так, давайте сейчас посмотрим, как она там выглядит. Только давайте... вон, видите, она там летает или ползает, я не знаю. И там по дороге на красных муравьев. Кстати, кто не знал, в новых обновлениях добавили вот такую штуку, чтобы мухоловка стояла рядом с своей норкой. И это, мне кажется, для того, чтобы любоваться. У кого золотая мухоловка, типа, чтобы он на нее смотрел, потому что она красиво выглядит, правильно. Но у меня ее нема, но я просто видел фото, как они выглядят. Так, ладно, все, идем на красных муравьев. Сейчас быстренько на них нападем. Сейчас. Так, эти отвлекаем. Тут даже рассказывать нечего. Просто заходишь. Вот. И идешь сейчас просто их убивать. Так, только осторожно, тут один из самых опасных моментов, что там муравьи, солдаты проходят. Так, все, мы пришли сюда в комнату с этим. Все, атакуем королеву, убиваем королеву, и мы получаем 10 бесплатных кристаллов. Самое главное, что мы получили 200 кусочков не смолы, а кусочков тыквы. Вот, идем сейчас посмотрим, как выглядит эта моль. Распущу солдат, чтобы было видней. Вот, смотрите, она так красиво нарисована. Прикольно. Даже на мед чуть-чуть похоже этот, или на нектар. Вот такой она прикольно выглядит. Вот. Такой она прикольно выглядит. Правильно, очень красиво разработчики нарисовали. И кто заметил, там вот самый внимательный, там посередине нарисован такой типа череп желтый. Давайте сейчас подождем, когда она сядет. Я не помню, вроде бы предыдущая моль, она вроде бы садилась и ночью, и когда день, но точно я не помню. Как я понял, она ночью не садится. Тогда давайте пока посмотрим скины, которые добавили. Так, какой тут скин? Добавили вот этого типа носорога, который у него еще есть способность. Я не помню, как сейчас называется, котики, но они какие-то слишком странные. Вот, и вот эта тыква. Тыква, она такая прикольная, что и не слишком такая страшная, и очень прикольная. Намного прикольнее этих котиков. А то котики прям какие-то злые, я бы так сказала, немного страшненькие. Вот. А вот этот, можно сказать, носорог, я не помню, как он просто и называется, извините. Вот, тоже довольно прикольный. Когда он будет бегать, будет похож, мне кажется, скорее всего, на тараканов каких-то маленьких. Так, ладно, она еще не села? Нет, не села. Так, давайте пока она еще не села, сбегаем на тыкву, посмотрим, что там с тыквой. Тогда она не садится. Вообще не садится. Ладно, сейчас на тыкву сбегаем, посмотрим. Она вроде бы, как я знаю, ночью должна светиться. Сейчас проверим это. Только надо до нее добежать. Там жаба уже на нас загрелась, но мы от нее убежали. Так, смотрим. Да, она, как всегда, светится вот таким подсветкой. Скажите, было бы прикольно, если бы разработчики днем добавили, типа, чтобы она была вырезанная, это лицо тыквы, а то она днем, как обычно, и непонятно, типа, откуда этот свет идет, или там как-то она подсвечивается прожектором каким-то сверху. Просто странно. Так бы сделали, просто черным зарисовали эти пиксели, и было бы намного уже интереснее, выглядело намного днем тоже прикольней. И на основной вот этой карте тоже можно было нарисовать типа глаза и рот черным, и когда будет. А ночью, когда становится ночью, можно типа сделать, чтобы она становилась желтой. Это тяжело будет сделать. Уже день там настает, надеюсь, она сейчас лезет. И вон, видели, там декабрь,
есть вот декабрьская моль, вот такая она, только у нее нема никакой суперспособности, это странно. Так вот, она наконец-то села. Все, давайте посмотрим, как она прикольно выглядит, когда ползает. Так прикольно она вот этими усиками делает. Ладно, все, посмотрели, и теперь сейчас ее будем убивать. Так, все, нападаем на них. Бражник, мертвая голова. Странное, если честно, название. Но в Покатанс добавляют насекомых, которые есть и в реальной жизни. Получается, такая есть в реальной жизни. Вот только я не знаю, где она, если честно, живет. Так, убиваем. Сейчас убьем. Убиваем. Ну, много здоровья так себе добавляет довольно. Вначале что-то добавляло много. Так, все, убили. И захватить. Нажимаем. Ваша Да ну блин, она заполнена. Надо же ее сейчас убить будет. Никак нельзя будет взять. Да за что мне это? Жалко. Ну я сейчас тогда еще захвачу. Опять еще одну шкалу и посмотрим. Она как обычная моль, 20, как бабочка. 20 этих стоит. 20 лапок. Я там уже призвал новую. Вот, ну могли бы хотя бы сделать на такие существа, когда ты убиваешь, не 20 лапок, а хотя бы на 40 лапок, типа умножается на 2. И то надо как минимум 50, я думаю. Так, сейчас я очистил место, и надеюсь, сейчас она наверное, нормально ну, мы сможем ее захватить. А почему у меня не было места, я сниму следующее видео, вы увидите просто, что там за насекомое, и оно очень будет прикольное. Так, заходим. Ой, заходим, куда заходим? Никуда не заходим, убиваем эту моль хэллоуинскую. Все, теперь захватываем. Да, хотя бы есть. Хотя бы есть место. Так, заходим. Сейчас пойдем посмотрим, как она тут выглядит. Вот так вот она выглядит. И там мне вроде по квестам надо призвать существа и убить. Давайте призовем. Типа, когда она у тебя есть, нельзя призвать, жалко. Но, если честно, туповато сделано по-реальному. Почему? Она же уже не бегает, она у тебя, типа, на базе, можно сказать, ну, в муравейнике. Вот. Вот так просто будем сейчас ждать это время. Не знаю, что вам такого интересного рассказать. Нет, кстати, вспомнил. И у меня может быть скоро, ну, я не говорю, что сегодня прям, там будет, может быть, по выходным у меня будут стримы. Я точно не знаю, но я вроде бы как-то сделал. Я буду стримить по Майнкрафту, может, и по Покатанцу, но я не знаю, просто что в Покатанце такого интересного. Я, может быть, ну, что там снимать на стриме. А в Майнкрафте там можно или поиграть на сервере, или в мой мир поиграть. Кстати, я новый создал, он очень крутой, я могу вам потом показать. Может быть, сегодня будет стрим, я точно не знаю. Вот. Так что вот так. Может, буду стримы делать. Ну, скорее всего, да, будет только по выходным. Почему по выходным? Потому что у меня школа, я не могу и то сразу делать. И уроки у нас тяжелые, эти уроки начали заставать давать. Ладно, уже все, осталось там 20 секунд, просто ждем. Так, ура, оно скоро захватится. Раз, два, три, один. Моль, ура, она захватилась. Моль добавлена в вашу армию. Давайте посмотрим, какие она характеристики у нее и сравним с той. Смотри, там такая смерть написано. Так, вот так вот. У этой моли 67%. Здоровье, скорость атаки 72 и скорость 37%. Такая моль. И давайте сейчас сравним с предыдущей молью. Как это? У нее же то же самое. В чем прикол той моли? Она типа одинаковая. Давайте еще раз сейчас посмотрим. У него возможность ядовитые споры. Это в каком... Ну, я не знаю, как это... Ну, короче, давайте сейчас протестируем. Ну, против себя я буду заходить, только надо ее выставлять будет наверх, потому что она, если в муравейнике, будет просто ползать. Ну, как-то странно. Могли добавить, может быть, скорости можно было бы добавить, или еще чего-то, как оно называется, не скорости, а здоровье можно было бы больше добавить.
ладно, странно как-то. Вот так, заходим. Вот это умираем. И всех умираем, кроме этой моли одной. Вот она у нас есть. И ее закидываем сюда наверх. Вот тут. Все, вот так вот оставляем. Так надо, кстати... не, надо муравьев еще перекинуть туда, в самый низ короля. И на себя же нападаем. Так, сейчас у нас загружается. Все, у нас загрузилось. У нас скина, конечно, не будет, потому что я против же себя играю. Так, ладно, все, включаем эту штуку. Да, у нее, видите, такая фиолетовая полосочка есть, что у нее есть какая-то, как она сказать, какая-то суперсила. Так, убиваем всех цветов, пока они нам не убили всех муравьев. Так, нападаем на мухоловку. Где сейчас цветок же не сольет наших муравьев всех. Так, давайте, муравьи, не умрите. Так, отступаем. Она не стреляет. Да, все, она не стрельнула, все, мы успели убить. Там летит бомба. Нам там прибили. Капец, там пол наших муравьев прибило. Вы видели? Так, ладно, давайте теперь смотреть, что будет сейчас. Может, она как-то на муравьев будет реагировать. Давайте ждем. Вот, значит, скоро будет. И происходит. Давайте краба выпустим. Что-то произошло, но крабу, мне кажется, как-то все равно. И ему вообще ни урона не нанеслось, ничего. Сейчас давайте еще раз подождем. Может, она что-то все-таки делает. Может, просто краб не попал под эту штуку. Под эту ядовитую штуку. Я не знаю, что он делает. Так, ладно, давайте ждем. Нет, не попади в краба. Вот, мы попадаем. Не попадали. Краб, сюда беги! Все, ну краб только что точно попал в эту ядовитую облако, в это ядовитое облако. Ну что-то ему вообще все равно. Ладно, можно давайте протестируем против же меня же, только против какой-то осы, может быть. Может она на летающих существ как-то влияет. Так, выходим наоборот. Сейчас надо будет зайти опять против себя, только там чуть-чуть выставить. Так, выставляем. Так, ну и нападаем на самого себя. Мы поставили, чтобы можно было бы выпускать эту осу. Тараканью или как она? Оса-олень, извиняюсь. Так, ладно, все, нападаем. На вот этих нападаем. Самое главное, чтобы там сейчас на меня цветок не бахнул, который там есть. У меня крутой 13 уровень просто есть там. Так, на вот этого нападаем. И сейчас осторожно на вот этого. Так, все, он не успеет стрельнуть. Да, он... Они как-то с этой стороны работают. Вот так вот он вроде бы и замахивается, и потом просто перестает и опять цветком становится, как будто и ничего и не было. Так, ладно, у меня сейчас 80 муравьев. Не можем убить эту мухоловку. Так, убиваем мухоловку. И может быть она как-то на муравьев взаимодействует. Это как его... Вот эти, ну, ее суператака. Вот, смотрите, у меня сейчас 77 муравьев. Вот, мы за ней бежим. И бум, и 77 муравьев. Вообще круто. Ничего не происходит. Так, выпускаем осу. Да ну, я рано выпустила, она сейчас просто ее съест. Ладно, сейчас еще один бой сыграем. Только я уже так сильно не затуплю, извините. Так, выходим. Так, выходим, нажимаем ОК. Сейчас у нас будет загружаться. Загружается. Так, все. Загрузилось. И сейчас будем на самого себя опять нападать. Все, нападаем. Заходим. И сейчас надо будет убить этих цветов и мухоловку. Так, все, на мухоловку вначале нападем. Кажется, сейчас может цветок у нас стрельнет, но не точно. Надеюсь, не стрельнет. Так. Не стрельнул, повезло. Вот видите, он опять типа хочет стрелять и потом что-то перестает. Сбрасывается его, типа, атака. Не знаю, странно как-то выглядит.
так. И ничего не произошло. Только что Моль опять сделала свой супер удар, и ничего не произошло. Очень странно. Ладно, выходим. Кстати, кто знает, что делает ее суператака, напишите, пожалуйста, в комментариях, а то я не понимаю, но и не против летающих, и не против муравьев, и не против, как я понял, наземных, может быть, не знаю, по-реальному. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Так я, наверное, уже буду заканчивать. Потому что я вам уже все показал. А так, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А так, всем пока-пока. Увидимся в следующем видео. Пока!